В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Ленара Дауфитовна Шарифуллина. Это заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы. И сегодня мы поговорим о гонконгском гриппе. Ленара Дауфитовна, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну и, собственно, давайте вначале обратимся, наверное, к статистике. Есть ли уже, так скажем, условно пострадавшие от этого недуга? На сегодняшний день в Республике Башкортостан зарегистрировано 529 случаев гриппа. Грипп в 2025 году начал регистрироваться в Республике Башкортостан, начиная с 45-й недели. Это где-то с середины ноября месяца. Если взять прошлый год, грипп начал регистрироваться чуть позже. Это где-то конец января, начало февраля месяца. То есть в данном текущем году грипп пришел, так скажем, более рано, чем в прошлом году. Но это такое же сезонное заболевание, которое мы ожидаем ежегодно. То есть ничего нового. Сезонные наши инфекции, грипп, респираторные вирусные инфекции и так далее. А что за гонконгский грипп? Чем он отличается, так скажем, от других штаммов? Свиного гриппа, птичьего и так далее, и других видов гриппа? Гонконгский грипп – это название в народе используется. Вообще грипп известен давно. Вспышка данного заболевания была зарегистрирована в июле месяце 1968 году на территории Гонконга. И тогда в народе назвали его гонконгским гриппом. Это обычный сезонный грипп H3N2. То есть в природе происходит реассортация, антигенный дрейф вирусов, и вирус приобретает изменчивость, и поэтому меняется, реассортируется, ничего нового нет. Обычный сезонный грипп, с которым мы начали работать также в текущем году. Скажите, пожалуйста, как его распознать? Чем он отличается от того же самого ОРВИ или от того же самого ковида? Для сезонного гриппа который, как вы называете, гонконгский, характерно острое начало заболевания, очень короткий инкубационный период. Инкубационный период – это период от момента заражения до появления первых клинических признаков. Он исчисляется часами, то есть это от 15 до суток, до 2 дней максимум. Вообще для гриппа, будь сезонного гриппа, свиного гриппа, характерен короткий инкубационный период до 2 суток. Также заболевание характеризуется повышением температуры тела до 39, до 40 градусов, то есть выраженный интоксикационный синдром, слабость, боль в глазных яблоках, ломота в теле, ломота в мышцах. То есть на фоне высокой температуры выраженный интоксикационный синдром. Также для сезонного гриппа характерны боли в животе, может быть рвота, многократно жидкий стул. То есть в случае повышения температуры ни в коем случае, наверное, не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к специалистам, к врачам, где вам назначат лечение. Да. И желательно это сделать в первые 24-48 часов от момента заболевания. Почему мы на это акцентируем внимание? То есть в это время идет активное размножение вируса, и необходимо начать рано противовирусное лечение, чтобы не получить осложнения от гриппа, от вирусных инфекций и так далее. Вот, кстати, про осложнения вы сказали. Какие осложнения можно получить, если вовремя не начать? Чаще всего осложнения могут быть со стороны бронхолегочной системы, это бронхиты, это пневмония. Эти осложнения чаще регистрируются у детей до 5 лет в виде пневмонии, чаще регистрируются у лиц пожилого возраста, старше 65 лет, либо у лиц с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с хроническими заболеваниями органов дыхания и так далее. Чаще всего это пневмония, 30-50% случаев осложнений. Также в осложнения входят такие, как отиты, осложнения со стороны нервной системы, менингиты, менингоэнцефалиты и так далее.
Скажите, пожалуйста, какие возрастные группы более подвержены заболеванию гонконгского гриппа? Более подвержены заболеванию гриппом, не только гонконгским, а вообще любым гриппом, любыми вирусными заболеваниями, конечно же, это дети младшего возраста до 2 лет. Также подвержены лица старшего возраста ввиду состояния вторичного иммунодефицитного, то есть снижение со стороны иммунитета. Также у данной когорты лиц имеются сопутствующие заболевания, как я уже сказала, это со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее. Данная категория лиц наиболее подвержена тяжелому течению, может быть, течению с осложнением, и поэтому данная категория лиц обязательно должна вакцинироваться, потому что основным методом профилактики на сегодняшний день от гриппа является специфическая профилактика, это вакцинация. Вакцинация начинается в осенний период и заканчивается до появления первых, как скажем, случаев заболевания гриппа. Потому что после вакцинации должен выработаться иммунитет, а он вырабатывается в течение 3-4 недель, то есть после вакцинации в течение месяца. Поэтому на сегодняшний день грипп уже регистрируется, поэтому основным методом профилактики у нас останется не специфические методы профилактики тем, кто не успел привиться, ну и, конечно же, соблюдение здорового образа жизни. Ну, помимо этого, наверняка, как в старые добрые времена, ношение масок в общественных местах, почаще мыть руки и побольше, наверное, принимать витаминов С. Да, это обязательно. То есть методы неспецифической профилактики, они как раз и включают избегать скученности, места скученности. Если такая необходимость имеется и люди по мере своей работы, например, медицинские работники работают, постоянно имеют контакт, они, конечно, должны обязательно быть вакцинированы, обязательно носить маски, обязательно принимать средства, повышающие резистентность организма к вирусным инфекциям. Это витамины группы С, витамин D и так далее. Ну и, конечно же, не забывать о народных средствах, это квашеная капуста, это черная смородина, морсы и так далее. Витамины, фрукты, горячий чай с имбирем, с лимоном, да. Скажите, пожалуйста, а вообще тяжело протекает заболевание? И как лечится, самое главное, интересно тоже было. Хотелось бы узнать. Сезонный грипп протекает, как я уже сказала, начинается с интоксикации. В первые 3-4 дня, конечно же, интоксикация держится, и в данный период беспокоит пациентов температура, беспокоит сухой кашель, интоксикационный синдром. И от момента, если рано начато лечение, в течение первых 2 суток от момента заболевания, так скажем, осложнения минимальные, если вовремя обратились к врачу и начали лечение. И, естественно, лечение гриппа проводится противовирусными препаратами. А вот что касаемо особой категории, так скажем, условно, да, для тех же самых беременных женщин, для грудных детей, для них какое лечение предусмотрено? Также для беременных и грудных детей у нас есть противовирусные препараты. Например, препараты ацетамивир, который мы назначаем детям, начиная уже с года. Есть препараты, которые мы назначаем детям с 3-6 месяцев или с рождения. То есть ряд препаратов есть, которые применяются также и грудным детям, и возможность применения также беременным женщинам. Какова вероятность того, что если человек уже переболел гриппом, может заразиться снова? Ведь как у нас это иногда бывает с некоторыми людьми, они один раз переболели и думают, ну все, меня это точно больше не коснется, и пренебрегают уже элементарными мерами безопасности. Но вообще заболевание гриппа не оставляет после себя пожизненный иммунитет. То есть повторные случаи заболевания могут быть. Поэтому вакцинация от гриппа и предусматривается ежегодная, потому что заболевания могут повторяться у данного человека. Но я еще раз повторяю, если человек вакцинируется, соблюдает все меры неспецифической профилактики и так далее, то есть вероятность заражения повторно другими вирусами, конечно же, будет минимальная.
Что касаемо вакцины, получается, она существует и насколько эффективно, хотелось бы вот у вас уточнить. Но на сегодняшний день вакцины, конечно же, есть. Они есть зарегистрированные в Российской Федерации, наши российские вакцины. Есть вакцины зарегистрированные зарубежные. Все вакцины подбираются с учетом прогноза эпидемиологов с циркуляции какого штамма на территории Российской Федерации. И, конечно же, с учетом этого штамма проводится вакцинация. В основном детям, лицам старше 65 лет мы вакцинируем 4-компонентными вакцинами. Эффективность вакцинации – это, конечно, не панацея, это не золотая таблетка, поэтому вероятность заболеть гриппом либо респираторными вирусными инфекциями у вакцинированного тоже есть, но вакцинированный человек будет переносить данное заболевание легко, у него не будет осложнений, ну и так далее. Вот что касаемо ковида тоже на фоне гонконгского гриппа, регистрируются до сих пор наверняка случаи заболевания ковидом? Что касается статистики, на территории Республики Башкортостан на 50-й неделе у нас отмечается небольшой рост новой коронавирусной инфекции. То есть это сезонная также инфекция, небольшой рост, да. И сейчас мы сталкиваемся с микс-инфекциями. Допустим, это грипп и новая коронавирусная инфекция у одного человека. То есть где-то 30% случаев это мы сталкиваемся с микс-инфекцией. Ну и в очередной раз хотелось бы напомнить, наверное, телезрителям, чтобы соблюдали элементарные меры безопасности. Ношение масок, почаще мыть руки, принимать витамин С. Да. То есть принимать витамины, соблюдать методы неспецифической профилактики и здоровый образ жизни. Ленара Дауфитовна, спасибо большое, что нашли время и грамотно и все четко нам изложили, рассказали. Ну, мне же остается только с вами попрощаться, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.